Нижнекамске. Мы купили ему билет в одну сторону. Мы не хотим, чтобы у нас мэром был такой человек. И поэтому на сегодняшний момент, спасибо за поддержку, на сегодняшний момент сейчас многие спрашивают меня, журналисты спрашивают, каким бы вы хотели, чтобы был наш мэр. Мы хотим, чтобы наш мэр был, будущий мэр был трудолюбивым, уважал людей, ценил, любил свою Казань. И хотим, чтобы он взял такие лучшие качества, как у Камиля Шамильевича Исхакова. Потому что на сегодняшний момент казанцы все помнят, как он работал, как он в 2-3 часа ночи поднимал готовился к тысячелетию Казани. Мы сейчас все видим, как мы готовимся к универсиаде. Сплошные пробки, грязь, бардак. Медшина! Вот это. Потому что на сегодняшний момент, даже пускай вот такое количество людей собралось. Сейчас он министр по строительству. Это то самое. Что властьlar bizning so'rovga javob bersinlar. Вот что приезжали к Кремлю, яссан принимайте людей. Жоқ власть, и все. Они самом деле бар. Самом деле прикинь, приезжали. Сіз телесіз криминал масштаба керек мэрна? Сіздіңше? Мен каждый кіші өз орнында, өзі отвечайтерге тиіс. Қая ол кіші, ол жоқ. Например, напишешь министрға язасың, ол принимать етмей анда. Президентқа язасың, жоқ ол анда, бірлендей. Исполкомға язасың, анда да кіші жоқ. Yazғанға просто ғана жауап берелер. Мен анда көп нәрсеге жұртны көрсетіп, мен основной властьтарға ғана не дам. Они себя верхами чувствуют. Пожалуйста, кто хочет выступить, подходите, пожалуйста, к Альбине Рифатовне. Она будет... Почему мы считаем, у нас население около 2000 человек, что Медшин не соответствует занимаемой должности и, соответственно, утратил наше доверие? Лишь потому, что на протяжении 12 лет мы получаем от руководства города Казани одни лишь отписки о том, что в бюджете отсутствуют средства. Раскрою секрет, 21 век на улице, а жители нашего поселка, 2000 человек, не имеют возможности свободно добраться до города Казани. Около 5 километров люди, не имеющие своих автомобилей личных, добираются кто как. Дети, соответственно, добираются пешком вдоль проезжей части, пенсионеры до поликлиник, и эта ситуация продолжается уже 12 лет. Раньше я мотивировали тем, что дороги будут сделаны, и общественный транспорт будет направлен с 2002 года, ссылаясь каждый раз на последующий год. Так в 2002 году ссылались на 3-й, с 3-й на 4-й, и, соответственно, мы ждали. Люди у нас терпеливые. В году, когда Камиль Шамильевич уехал на Дальний Восток, он стал выдвигаться... Медшина!